События конца 2021 года и мая текущего года, произошедшие в городе Харок Горно-Бадахшанской автономной области, связаны друг с другом посредством умелой и совместной разработки иностранных специальных служб, деятельности международных неправительственных организаций и террористических организаций в Хароге и Рушане. У истоков всей трагедии находились Алим Шерзамонов, Мамадбокир Мамадбокиров, Ульфатхони Мамадшоева и Холбаш Холбашев. 26 марта 2022 года в доме жителя Махали Хароги-Боло города Харок Равшамбека Джонибек состоялась встреча, на которой присутствовали следующие лица. Мамадбокиров Мамадбокир Карамалишоевич, 1963 года рождения, уроженец и житель города Харок, улица Иджубова, дом 59. Ранее в его отношении были возбуждены уголовные дела по статьям 104, 186, 187, 188, 199, 237, 328, 391, 195, 345, 189, 330, 137 и 179 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, и он находился в официальном розыске. Мамадшоева Ульфатхони Масумовна, 1957 года рождения, уроженка города Харок, жительница города Душанбе, руководитель неправительственной организации Номусва Инсов «Честь и справедливость». Холбашев Холбаш Мамад Назарович, 1965 года рождения, уроженец села Вамар Рушанского района, житель района Сино города Душанбе. Шерзамонов Алим Мамадрасулович, 1964 года рождения, уроженец города Харок, бывший житель улицы Иджубова, дом 55, заместитель руководителя террористической организации «Национальный альянс», находится в одной из европейских стран. Первые трое присутствовали на встрече лично, а Шерзамонов Алим в режиме онлайн. В ходе встречи планировались проведение акций протеста в Хароге и Рушане с привлечением членов организационных преступных групп. Алим Шерзамонов пообещал крупные суммы денег на финансирование беспорядков. События в Бадахшане постоянно отслеживаю и распространяю в соцсетях. О событиях последних дней в Хароге и Рушане также в курсе, так как изначально знала об этих планах и была организатором. Но сейчас очень сожалею. Об организации протестных шествий в Хароге и Рушане была достигнута договоренность еще 26 марта 2022 года при встрече с Бухером. На этой встрече, кроме меня, также участвовал и Холбаш. Она состоялась в частной гостинице Уджони в Пархароге. Идея организации протеста принадлежала Алиму Шерзамонову. Ульфатхоним вошла с Азизом и сказала Бокиру и мне: «Почему вы ничего не делаете?» Бокир ответил, что мы все сделаем, соберем народ и продолжим митинг. 26 марта 2022 года, примерно в 13 или в 14 часов, Мамадбокир вместе со своими партнерами прибыл в гостиницу к Холбашу. Затем пришла бывшая супруга Холбашева, Ульфатхони Мамадшоева, и спросила меня, где находится Холбаш. Я ответил, что он находится в гостинице с Мамадбокиром и беседует. Я вместе с Ульфатхоним подошел к ним. Когда мы вошли в гостиницу, то увидели, что Холбаш сидит и разговаривает с Мамадбокиром. Ранее Алим Шерзамонов через Ульфатхони Мамадшоеву выдал $13 тысяч Мамадбокиру Мамадбокирову и Холбашу Холбашеву, $7 тысяч для организованной преступной группировки Харога и $6 тысяч для организованной преступной группировки Рушана с целью подготовки почвы для беспорядков. Во время сбора были назначены ответственные лица за организацию митингов и беспорядков. В Рушане Холбашев, а в городе Харок Мамадбокиров. В качестве главного идеолога этих групп Ульфатхони Мамадшоева взяла на себя ответственность координатора, пропагандиста, предводителя и руководителя преступниками за связь с иностранными специальными службами, а также надзор за деятельностью правоохранительных органов.
разработку и реализацию различных конфликтов против этих органов и видеозапись хода всех событий. Как раз на этой нашей встрече 26 марта Шерзамонов позвонил Бокиру по интернет-связи и попросил его вывести людей на протестные акции. Холбаша назначил ответственным по Рушану, а на меня была возложена задача об освещении всех событий. В частности, документально фиксировать любые действия правительственных структур, в том числе и силового блока. К организации этих мероприятий очень серьезно подготовились. Когда мы разговаривали на телефон Мамат Бокира, поступил звонок через WhatsApp. Мы узнали, что он разговаривает с Алимом Шерзамоновым. Во время разговора Алим Шерзамонов спросил Бокира: «Когда вы сможете вывести людей на митинг?» В ответ Бокир заявил, что приведет на митинг молодых и пожилых жителей Хорога. В продолжении беседы Алим Шерзамонов поговорил со мной через WhatsApp и спросил, готовы ли к митингу молодые люди Рушана. Я ответил, что они все в состоянии готовности. Алим Шерзамонов еще раз спросил, могут ли жители Рушана приехать в Хорог и организовать митинг. Бокир опередил меня, сказав: «Нет, пусть жители Рушана не приезжают в Хорог, пусть находятся в самом Рушане в состоянии повышенной готовности. В случае начала протестов в Хороге они тоже пусть проводят митинги в Рушане». В этой криминальной цепи весьма огромна роль Маматшоевой Ульфат Хоним как организатора и координатора этих беспорядков. Имея высшее образование по сути, она не невежественная женщина, но жадность, алчность и жажда наживы привели ее на тропу, которая поставила ее интересы выше мирной жизни соотечественников. Она начала свою трагическую игру с судьбами сотен молодых бадахшанских парней. В качестве руководителя неправительственной организации Номус Воинцов она установила контакты с рядом сомнительных иностранных организаций и получает различную сумму в обмен на предоставление различных данных, направленное в ущерб национальным интересам. Так выявлены тесные контакты Ульфат Хоним Маматшоевой с организацией Internews Network и другими, связанные со спецслужбами. В 2020 году для скандального проекта «Вовлечение населения в средства массовой информации» она получила $5000, а в 2022 году для реализации провокационного проекта «Свобода религии и толерантность» на территории Горно-Бадахшанской автономной области $5000 от указанной организации. 15 марта 2022 года Ульфат Хоним Маматшоева встретилась в ресторане Сегафреда города Душанбе с двумя сотрудниками посольства одной из западных стран, связанных со спецслужбами этого государства. Мы знали, что события в Бадахшане тщательным образом отслеживаются со стороны заинтересованных иностранных государств и международных организаций, которые раньше поддерживали нас. Например, 15 марта 2022 года я была приглашена на встречу со стороны дипломатов одного из западных стран. Встреча прошла в кафе Сегафреда в центре города Душанбе. С собой я взяла Раимджонову Шифу, которая также присутствовала на нашей встрече как переводчик. Наша беседа продолжалась 40-45 минут. За это время мы обсудили разные темы и проблемы, но в основном дипломаты интересовались политикой Китая в Таджикистане, совместном военном объекте Китая и Таджикистана Мургаби, а также попросили меня о создании коалиции общественных организаций в Бадахшане и выразили готовность всесторонне финансировать. Вскоре после этого Ульфат Хоним позвонила нам и сказала, что у нас встреча с представителями иностранных организаций. Затем мы встретились в одном из ресторанов города Душанбе, Сегафреда. Туда я пришла первая. Там сидели двое мужчин, иностранные граждане.
Я не знала их ранее и села, чтобы поближе познакомиться. Примерно через 10 минут туда же подошла Ульфатхони Маматшоева. Один из вопросов, которые задали нам представители иностранных организаций, имеется ли возможность при нашей помощи в Таджикистане или Бадахшане организовать такие же события, которые произошли в Казахстане. В связи с тем, что расследование продолжается, мы пока не называем имен иностранных дипломатов. Ранее в рамках своей общественной организации я получала денежные гранты от зарубежных иностранных источников. За последние 5 лет в рамках различных проектов я получала более 400 тысяч сомони. Кроме того, через мессенджеры и социальные сети Маматшоева постоянно контактировала с Алимом Шерзамоновым. Вероятно, она не догадывалась, что Алим Шерзамонов в действительности передает рекомендации и поручения беглых руководителей террористическо-экстремистской организации «Партия Исламского Возрождения» для дестабилизации общественно-политической ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области. Для выполнения этих задач Ульфатхони Маматшоева занималась вовлечением в беспорядки заблудных молодых людей и членов преступных групп, подстрекала их к противоправным действиям, призывала к мясничеству и враждебности. Ровно через неделю после возвращения Ульфатхони Маматшоевой в город Душанбе, 14 мая сего года в Махале Хароги-Боло был организован незаконный митинг. В июле 2021 года Ульфатхони Маматшоева установила связь с иностранным гражданином под псевдонимом Олег Грачев и в обмен на определенные денежные средства передала ему несколько сведений секретного характера, наносящие ущерб интересам Таджикистана. В ходе предварительного расследования выявлено, что Олег Грачев является установленным сотрудником спецслужб одной из западных стран. Он связывался с Маматшоевой посредством интернета с территории одной из скандинавских стран. Кроме того, у меня было сотрудничество с отдельными иностранными гражданами, которые за денежные вознаграждения получали различного рода информацию о происходящих политических событиях в Таджикистане, о ситуации на границе с Кыргызстаном и Афганистаном, о численности, силах и средствах пограничных войск в приграничных районах с Афганистаном, о численности спецподразделения Альфа ГКМБ и МВД РТ на границе, а также и другие темы. За каждую предоставленную информацию получала денежное вознаграждение в размере 100 американских долларов. Деньги поступали через платежные банковские системы. В целом, за последние 5 лет на счет Маматшоевой Ульфатхони поступило около 400 тысяч сомони в иностранной валюте за сведения, которые она передавала зарубежным спецслужбам стран Запада. Эти средства были направлены на подготовку беспорядков в Хароге и Рушане, а также на информационные провокации, пропаганду антинациональных идей. Еще один человек, который в недавних событиях стал фактором беспорядков, это Холбаш Холбашев. В период беспорядков 90-х годов прошлого века он также совершил множество преступлений. После подписания соглашения о мире и национальном согласии он был амнистирован, принят в качестве офицера в пограничные войска, дослужился до звания генерала. Но, как показывает процесс событий, он не смог отдалиться и разорвать связи со своими соучастниками-преступниками. По просьбе своей бывшей жены Ульфатхони Маматшоевой он нарушил военную присягу, вернулся к криминальной деятельности. Как главарь организованной террористической группы в Рушанском районе, Холбаш Холбашев призывал людей к беспорядкам. И именно по его указанию 16 мая текущего года в Рушанском районе начались беспорядки и митинги. 17 мая была перекрыта международная автотрасса Душанбе-Харог-Кульма. С его помощью были вооружены организационные преступные группы в Рушане, которые 18 мая совершили вооруженное нападение на колонну военнослужащих, убили одного офицера и ранили 13 военнослужащих.
Холбашев лично требовал, чтобы жители района вышли на бессрочные митинги, выступили против государственных органов. Кулмамад, Йодгор и Алишер сказали мне, что завтра мы соберемся перед зданием Хукумата Рушанского района и организуем митинг. Я ответил им: идите и приведите людей ко мне, я буду говорить с ними. Но они сказали, что у нас есть цель, и мы обязательно организуем митинг возле Хукумата Рушанского района. Протесты, продолжавшиеся с 14 по 18 мая в городе Харог и Рушанском районе, были организованы по ранее разработанному плану. Заговор предателей был своевременно раскрыт, поскольку он был направлен против интересов национальной государственности и безопасности таджикской нации. Сегодня они сожалеют о том, что натворили. Думаю, что я поступила неправильно и ошиблась. Прошу прощения у жителей Харога, Рушана, а также Рушкалы, потому что мы стали основными виновниками всех бед и трагедий на Памире. Мы разрушили десятки судеб молодых и перспективных ребят. Прошу простить меня. В заключение хотелось бы отметить, что пусть народ, особенно жители Бадахшана, не считает, что эта запись была сделана под давлением. Не было ни давления, ни оскорбления, ни угроз. Это все мои личные слова. Хочу довести до сведения, чтобы такие события не повторялись, чтобы люди могли жить спокойно. С 2012 года я причастен ко всем этим беспорядкам в Хароге, Рушанском, Шугнанском, Рошкалинском районах. Я глубоко раскаиваюсь в своих поступках. Приношу свои извинения жителям Рушанского, Рошкалинского районов и Харога, потому что я стал виновником того, что представители молодежи попали в тюрьму и стали наркоманами. Причиной их несчастья стал именно я, потому что я призвал молодежь проводить митинг и закрывать международные дороги. Но уже поздно раскаиваться. Нельзя простить того, кто предал свою родину и нацию.